Соглашение о сотрудничестве подписали глава Республики Тыва Владислав Хавалык и исполняющий обязанности генерального директора Тувинской горнорудной компании Андрей Ведута. Среднее потребление семьи, так скажем, за отопительный сезон 5-7 тонн. Вот эффект, посмотрите, 2,5, от 2,5 до 3,5 тысяч. Это столько денег, так скажем, экономит семья, каждая семья. Вот. Эту возможность мы также предоставляем на следующий год, на следующий 22 год. В случае, если на мировом, так скажем, рынке угля конъюнктура такая же будет оставаться, тогда мы имеем возможность пролонгировать, так скажем, данные соглашения. Эти же условия, цена на уголь останется на прежней позиции. Напомним, что соглашение заключено по итогам встречи главы Тувы с вице-премьером российского правительства Андреем Белоусовым и представителями материнской структуры ТГРК. Главное, что отражено в документе. В следующем году цена на уголь остается прежней – 2220 рублей за тонну. Устанавливается сниженная цена на уголь для ряда предприятий и бюджетных организаций, за исключением Кызылской ТЭЦ. В следующем году ТГРК должна поставить социальный уголь на сумму 21 миллион рублей, а также направлять на развитие угольных разрезов около 100 миллионов рублей. Здесь, правда, с оговоркой, что если экономика предприятия не понесет сильных убытков. А чтобы этого не допустить, власти республики на федеральном уровне договорились, чтобы в 2022 году Тувинской горнорудной компании будет гарантирована возможность продажи своего угля на экспорт в объеме 400 тысяч тонн угля. Вот эти условия соглашения, они действительно оставляют вас в такой выигрышной позиции? Ну, в принципе, можно сказать, что да, есть свои плюсы, конечно, минусы. Но мы, как социально значимый объект республики, должны были подписать это соглашение. Соответственно, зафиксировали цену для потребителей, зафиксировали цену для ТЭКов. Тем более сейчас будет действовать более гибкое условие с отсрочкой платежа. Также хорошо, что задействуем инвест-программу порядка 106 миллионов рублей на приобретение техники. В принципе, да. Соглашением предусмотрена также реализация совместных программ и проектов, принятие мер по созданию новых рабочих мест. Комментируя события, в региональном Минтопэнерго отметили, что соглашение о сотрудничестве стало первым за последние 8 лет. До этого правительства Тувы и ТГРК выясняли отношения исключительно в суде. Мадар Сандан, Мирана Иргит, Тува 24.